Сергей Иванович Терновых, двукратный чемпион мира, призер первенства мира среди молодежи, заслуженный мастер спорта по самбо. И самое главное, уроженец города Сухум. Сергей Иванович, расскажите, что сейчас вас связывает с Абхазией? Абхазия – это страна, где я родился, становился спортсменом, женился здесь. Вся моя сознательная жизнь до 30 лет где-то примерно прошла здесь. Вы завоевывали свои самые высокие награды в составе сборной Абхазии. СССР, но из Абхазии. Да. Это было «Динамо Сухум». Да, так есть. Выступала сборная Абхазии, сборная Грузии, потом чемпионат Советского Союза, естественно, и потом представлял сборную Советского Союза на чемпионатах мира. Получается, что школа самбо в Абхазии была достаточно серьезная. Была очень хорошая школа. Единственное, могу сказать, что здесь было сложно тренироваться, потому что слишком много развлечений было. Если жарко, красиво, все хорошо. Поэтому заставить нас пойти на тренировку, это было благодаря нашим тренерам, которые нас заставляли туда приходить на тренировку. Кто вас тренировал? С самого молодости, где-то с 13 лет я начал заниматься у Анатолия Ивановича Богачева. Это в Синопе был клуб, дворец культуры. Мы там каждый день стелили ковры и разбирали. Так начали тренироваться. А где-то в 16 лет я, может, ошибаюсь в цифрах, перешел к Виктору Юрьевичу Песочинскому. А как вообще вы выбирали, чем заниматься в детстве, каким видом спорта и почему выбрали именно самбо? Я разными видами спорта занимался. И байдаркой занимался, и акробатикой занимался, и конным спортом очень долго, пока не заставили мыть лошадь огромную. Я шучу, конечно. А потом попал в борьбу самбо. Как-то сразу зашло, я понял, что это мой вид спорта. Очень так радостно, глядя на вас, понимать, что в советское время в Сухуме было много спортивных секций, где ребенок мог проявить свои таланты и даже выйти на мировую арену. Вспомните, пожалуйста, те времена, каким был Сухум в то время, когда вы занимались спортом? У меня аж мурашки по коже, потому что в Сухуме, если честно, могу так немножко уйти в лирику. До 5 класса я не знал, кто какой национальности в классе. Потом узнал, мы все разговаривали на русском, и дружили. Дружба была искренняя и надолго. Время было другое, оно было намного лучше, если честно. С 78 по 85 год, вообще это 87 год был самое шикарное, золотое время просто. Все приезжали к нам отдыхать, туристы с разных городов нашей страны, с мира. Просто прекрасный город. Так что я не жалею, что я родился здесь, и это было в то время, наверное, как Монако сейчас для всех остальных всего мира, это Сухуми было для всего Советского Союза. Я счастлив, что я родился здесь и стал здесь спортсменом. Когда началась война, вы здесь находились? Я на второй день уехал, потому что я не знал, какую сторону занять. Я сказал: ребята, я вас всех люблю, я абхаз и грузин. Я полетел в Америку. Я пустой улетел в Америку. Наверное, были большие планы, перед войной? Когда я закончил спорт, занялся немножко бизнесом, и потом я понял, что мне надо открыть борцовский зал. Сложно было его найти в то советское время. Все, и мне в этом очень сильно помог Даурен Николаевич Сарсани. Он был тогда на то время, я могу ошибаться, начальником жилищного хозяйства Сухуми. То есть мне должность была большая, потому что к нему очередь была, а я заходил к нему всегда без очереди. И он искренне мне помогал. И я открыл, у меня на массиве Гумиста был зал борьбы. С его помощью открыл. Я не помню уже, где ковры доставал, все, и там тренировали дети, все бесплатно было для детей. Так открывал спортзал. Это был 88-й год? 87-й, точно не помню года. 4 года, где-то 3-4 года он смог поработать. Да, и потом потом я не знаю, что там было, там линия, наверное, была, там и все. Сейчас какой-то зал борьбы есть, но это уже не мой, кажется, вольная борьба там. Когда началась война, какое вы для себя приняли решение? Когда началась, это было перед моим днем рождения, у меня 15 августа, она, насколько я помню, 14 августа началась. Когда она началась, у меня еще в гостях была наша подруга с 2 дочерьми из Москвы. Я сказал: ребята, собираем вещи на второй день и уходим, потому что у меня друзья были и абхазцы, и грузины. Я говорю: ребята, я не знаю, я не могу определиться, я не хочу определяться. Вы разбирайтесь, поеду, и я уехал в Москву. То есть мы сели на военный корабль «Апшерон» с детьми.
без ничего, $200 в кармане, так переводе на доллары. Вот, имея всю недвижимость, я в один день покинул Абхазию и уехал в Москву. Ну, так жизнь. И там мне, кстати, очень сильно помогли мои все-таки вот эти друзья, потому что приехать без денег, без ничего, они меня там приютили, конечно, все эти спортсмены. Особенно мне очень сильно помогал в то время Пушница был, Александр Михайлович, к сожалению, он уже умер, и он был в Омске. Самый легендарный человек в борьбе самбо. И вот он мне помогал прописаться в Омске, ну, с этими коллизиями, там, как обустроиться, тоже не так было все легко. И очень много мне помогал по жизни. До сих пор мы вместе, это Владимир Геннадьевич Епринцев. Тоже многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта. Вот мы вместе по жизни идем до сих пор. Он даже крестил моего сына младшего. Когда вы стали восстанавливать связи с Абхазией? Ну, наверное, лет 8-10 назад где-то так. Я сейчас точно не помню, если честно. Сейчас. Это получилось как-то само собой или вас всегда тянуло все-таки на родину? Ну, меня всегда тянуло на родину, конечно, хотел бы поехать. Я когда первый раз приехал, смотрел, где дом, я на Гочу жил. Мне прямо в дрожь бросало, я смотрел все эти улочки, эти переулки, где я ходил, все. Сейчас уже привык ездить, а тот первый раз, когда приехал, ну, еще было не так хорошо, как сейчас, еще были проблемы, а сейчас безопасность на хорошем уровне. Люди хорошо общаются, там, ну, сейчас намного лучше стало в Абхазии. Ну и, конечно, Миша очень сильно помогал, мне затягивать сюда постоянно. Я, кстати, здесь квартиру все продавал, потом решил не продавать, сделал ремонт, и теперь квартира есть, даже можно приезжать. Как-то помогаете ли вы спортсменам из Абхазии сегодня? Ну, контакты, самый большой мой контакт, это, конечно, благодаря Михаилу Рамзановичу Чалмазу. Он большой любитель этой борьбы. Я не знаю, как он появился, если честно, но такого преданного человека борьбе, который вкладывает свою душу и деньги в этот вид спорта, является президентом, я так понимаю, самбо, дзюдо Абхазии. Ну, большой человек. Преклоняюсь перед ним, он большой молодец. Ну, а так я, конечно, приезжаю с большим удовольствием, смотрю, как дети тренируются. Это для меня большая радость, потому что я вышел с этого города, и мне очень радостно, что вот, например, сейчас Инал Гаделия вот выиграл турнир сейчас в Минске, сейчас третьим стал в Москве. Ну, просто красавчик. Следите, да, за спортсменами в Абхазии? Ну, конечно, слежу, очень внимательно слежу. И здесь вот сейчас, насколько я знаю, Михаил Рамзанович собирается открыть большой зал с Иналом в новом районе. Я очень рад этому. Ну, а так, когда проходят турниры здесь, я обязательно приезжаю, награждаю ребят. Ну, как бы делюсь своим опытом, рассказываю. Наблюдая за тем, как тренируются, да, наши ребята, за их успехами, есть у вас какие-то рекомендации, да, и для спортсменов, и для тренеров, и для тех, кто их финансирует? Может быть, чего-то нам не хватает, или наоборот, у нас здесь есть какие-то особые условия, которые позволяют детям наиболее эффективно проявлять себя? Ну, что я могу пожелать молодым ребятам и девочкам, которые тренируются, что борьба самбо вот для меня лично дало все в жизни, потому что я учился, честно скажу, это может не хорошо говорить, но не очень хорошо учился. Но я когда понял, что я очень плохо, ну, с учебой у меня не очень, понял, что надо упор сделать на спорт. Поставил себе цель и начал добиваться, то есть как я тренировался, когда я там тренировался, зал когда пустел, я все равно оставался, продолжал тренировки, там лазил на канат, как бы, когда ставишь цель, ты должен всегда на один круг пробежать больше, чем все остальные. Ну, я не знаю, здесь тренироваться, единственное, что тяжело, много развлечений, но место для тренировок, здесь и бегать можно, здесь можно на фуникулер побежать, там, куда хочешь, выносливость свою, чтобы лучше стала выносливость. То есть бери и тренируйся. А спорт, борьба, вот именно самбо, дает для всех, именно вот человек становится мужчиной. Ну, про девочек не говорю, потому что они и так воспитаны все, но мужчин надо воспитывать. Ну и борьба это не только, чтобы делать подножки друг друга, это самое главное после того, как ты отборолся, обнять человека, там, обняться и пойти и остаться друзьями на всю жизнь. Что вам дало вообще самбо? Не только там, да, какие-то, может быть, качества, да, мужские, человеческие, но и в плане продвижения в жизни. Самбо дала мне очень много. Вот наша дружба с моими друзьями я пронес через года, уже больше 40 лет.
И у нас остались, я могу любой город, можно сказать, мира поехать, я могу в Америку поехать, могу в Испанию поехать, в Италию поехать, в Болгарию поехать. СНГ наш вообще не говорю, Казахстан, Узбекистан, везде родные, друзья, братья. Это дало, что у нас есть отношения, ну, как назвать, связи. Мои все, с кем мы боролись, многие занимают большие места как бы в жизни, устроились хорошо. Ну и мы друг другу еще помогаем. Вот я являюсь вице-президентом организации спортсменов «Мы родом из самбо», вот этот значок наш, это вот куртка синяя, красная. И мы его проводим, у меня мой друг, он президент этой организации, тоже 4-кратный чемпион мира Владимир Геннадьевич Епринцев. Вот мы проводим соревнования для детей. Ну, проводили в Гродно, в Бресте, ну, думаю, сейчас в Сочи подъедем и, скорее всего, в Абхазию тоже доедем обязательно. Участие вот в таком турнире, например, абхазским спортсменам, как это может сказаться на их спортивной карьере? Это вообще это общественная организация, никому не принадлежит, только нам. Поэтому здесь могут любые участвовать, никаких проблем нету. У нас нет политики, у нас есть только дружба, спорт и все. Мы стараемся помогать детям в основном. Потому что дети – это наше будущее. Потому что если мы вырастим нормальное поколение, у нас все будет хорошо в жизни. Расскажите все-таки о ваших победах на чемпионатах мира. Это 84-85 год. Ну, начинал я с 79 года, это по молодежи. Я первый раз выехали. В 79 году я стал вторым, в 81 стал победителем первенства мира. В 84-85 году уже выиграл чемпионат мира в двух разных весах. В 84-м 52 килограмма до 52, в 85-м до 57 килограмм стал чемпионом мира. Вы тогда выезжали за границу. Вообще за границу попасть в те годы, наверное, было не очень просто. Это как в космос полететь. Я первый раз, когда в 79 году прилетел в Испанию, я смотрел, думал, испанская земля, все остальное. На самом деле абхазская земля лучше испанской, так что в то время для нас это было выехать за кордон, это было как слетать в космос. Но сейчас тоже такое время наступает, что спортсменам, скорее всего, будет доступно больше, чем обычному человеку. Ну, сейчас спортсмену легко ездить везде и бороться. Главное, чтобы было желание и упорство. Поставить перед собой цель. Любой человек, в принципе, талант, он хорошо, конечно, но больше всего работоспособность должна. Иногда бывает талантливый человек, но он долго не продержится в спорте. А когда ты целеустремленный и вкладываешь свою душу и силы, то это дорого стоит. И, в принципе, из 10 человек 9 могут добиться результатов, главное трудиться. А расскажите какой-нибудь секрет, вот такой-нибудь лайфхак для начинающих спортсменов. Как там, не знаю, себя мотивировать на какие-то достижения, как себе что говорить. Может быть, есть какие-то, не знаю, упражнения психологические, физические для того, чтобы воспитывать в себе эту волю к победе? Ну, самое главное оставаться самим собой, как бы это ни звучало, ставить цель. Ну, это банальные вещи, говорю, уважение к взрослым, пропустить женщин вперед, там все остальное. Вот это все воспитывает спорт. А чтобы стать спортсменом, опять же, ну, надо ставить цель, я больше других слов не знаю, и к ней идти медленно, постепенно. Если даже проигрываешь какие-то схватки, то не надо за это волноваться, потому что без проигрыша не бывает побед. Главное поставить цель, идти к ней, и вот поверьте, все у вас будет хорошо, все будет нормально. Вы добьетесь результатов. А когда вы добиваетесь результатов, это вам открывает дорога в жизнь. Это знакомство, связи, как бы банально звучало, это отношение людей к тебе, к ним. То есть у меня друзья везде, я в любой город страны приеду, меня всегда встретят, накормят. И я также встречаю и всех, и все остальное. Могу даже рассказать одну историю. В интернете там один самбист, молдаванин, у него проблемы были с ногой, и что-то переписывались. И вот в Москву, говорит, надо, но я не знаю куда, что. Я говорю, приезжай ко мне, у меня дома остановится, все. И он, Денис Тачи, если правильно называю, он тяжеловес, жил у меня 20 с чем-то дней в доме, я просто вот прекрасно, понимаете. Ощущение было, что дружба есть дружба, не имеет значения, ты молдаванин или русский, вот он приезжал к нам. Спорт, если бы не спорт, то вот так он бы где бы остановился, а так вот нашел себе друга. Приехал, остановился у меня. Очень многие из талантливой спортивной молодежи не продолжают свою карьеру в спорте, не пытаются достичь каких-то высот только потому, что боятся, что профессиональный спорт – это все-таки вред здоровью. Он не вред, конечно, но
Нет, вредного ничего нет. Вот мне уже много лет, могу сказать 65 лет, но я чувствую себя нормально. Сегодня утром ходил пешком на море, купался, чувствую себя прекрасно. Нет, спорт закаляет человека и в разумных пределах особо не вредит. Ну, физкультура, конечно, получше, но спорт есть спорт, профессионализм. Надо чем-то жертвовать, но нормально себя чувствую. Следить за собой после спорта самое главное. Не забрасывать его. Я вот немножко забросил, немножко добавил, килограмм 20. Пытаюсь сбросить, но очень тяжело. Есть сила, есть воля, а вот сила и воля проблема сейчас. Сергей Иванович, когда вы говорите, что вы родом из Абхазии, как воспринимают это ваши новые знакомые, не знаю, старые друзья? Ну, нормально воспринимают. Ну, не все знают, где Абхазия находится. Вот сейчас молодежь вообще не знают, если честно. Я объясняю, он говорит, о, хорошо, я говорю, езжайте. Всегда говорю, рекламирую, что там прекрасная природа, хорошие люди. Так что ребята по моей рекламе, как бы, все едут сюда и узнают, что такое Абхазия. Раньше все знали Абхазию, сейчас, конечно, Абхазию не все знают. Даже в России? Да, даже в России. Это на самом деле так и есть. Можете вспомнить, каких национальностей были ваши друзья в Сухуме? Ой, не знаю, абхазцы, естественно, армяне, греки, грузины, ну, мингрелы то же самое все, эстонцы, ой, я не знаю, ну, все национальные, татары, естественно, ну, все национальные. У нас не было разницы на национальности, мы были общей семьей. У нас во дворе общий был, мы делали и похороны, и свадьбы, все перед домом специально делали, как сейчас и есть, балаганы эти, там собирались все вместе, друг другу помогали. Раньше соседи в Сухуме были больше, чем родственники. Так что, к сожалению, ну, не так же, но хотелось бы, чтобы это было так. Я очень скучаю по тому времени, когда у нас выйдешь на берег, ну, или сейчас Брехаловка, все это есть, пингвин. А какие-то старые сухумские традиции вы сохранили в своей повседневной жизни вот сейчас? Ну, я не знаю, даже не знаю, что сказать, какие традиции. Это, наверное, уже внутри, в душе, потому что я здесь родился, я по-другому просто не могу. Какие-то планы есть у вас, связанные с Абхазией? Ну, планы, чтобы проходили турниры, помогать как могу спорту, борьбе. Такие планы, чтобы она процветала. Хочется этого. Потому что все-таки Абхазия – это страна души. Хочется, чтобы она становилась лучше и лучше. А вы каким-то образом видите себя в участниках с ее строительства? Я только пока по спорту вижу, какие-то турниры проходят, что я буду обязательно здесь помогать. Вот в Москве сейчас был турнир, и были абхазские спортсмены, в Москве проходил турнир. Ну, я приходил, смотрел, как они борются, советовал что-то. Что бы вы пожелали не только абхазским самбистам, но и вообще всем жителям Абхазии? Мира над головой, радоваться жизни, всем крепости духа, ну, друг друга радовать, быть позитивными, потому что проблемные люди никому не нужны. Я честно говорю, если проблема у тебя есть, никогда не надо никому ничего говорить. Надо говорить, что у тебя все хорошо, и Бог тебе все это воздаст, и все будет хорошо, естественно. Так что вот такие у меня мысли.